Ульфәт Мустафинды төйөрһөҙ бешкән ҡоймаҡ дип атаны. Александр Сидякин назвал Ульфата Мустафина «блин, который не вышел комом». Александр Сидякин Ульфәт Мустафинды төйөрһөҙ бешкән ҡоймаҡ дип атаны. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщения прочитаны в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Доброе утро. Здравствуйте, мы начинаем «Уфимский разворот» на «Эхе Москвы» в Уфе. Сегодня у микрофона Елена Черкова. Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. +7 927 304 10 51 номер для ваших смс-ок и сообщений в Телеграм. Мы начали трансляции на Ютубе и на Фейсбуке. Как обычно, нас там можно смотреть. Мы работаем в прямом эфире, так что принимайте в нем участие. А сегодня не только пятница, но и 1 марта, Ура! с чем я вас Весна! с удовольствием поздравляю. Ура! Скоро праздник. Праздник. Да, 8 будем марта. отдыхать. Будем Сказал отдыхать. человек, который вышел с отпуска. Устал уже. Ой, отдыхать никогда не вредно, как говорится, и всегда этого хочется. Впереди выходные, но пока у нас последний будний день, поэтому у нас в обычном режиме пройдет «Уфимский разворот», и у нас сегодня будет обзор прессы, мы сегодня поговорим на серьезные темы, послушаем фрагмент программы «Персонально ваш», где экономист Дмитрий Котов рассуждает на тему инвестиций в республику, насколько они реалистичны на сегодняшний день, поголосуем мы. А во второй части поговорим с Артуром Идельбаевым по поводу его назначения на пост, связанный с развитием туризма в республике. Так Поэтому... что, да, можете свои вопросы уже начинать присылать. Я думаю, что вопросов должно быть много. Тем более, что назначение это было достаточно таким спорным и громким, да? Ну, по меньшей мере, нашлись те, кто на эту тему начали спорить, да, в публичном пространстве, прежде всего в социальных сетях. Поэтому присоединяйтесь к нашему эфиру, и начнем мы сейчас читать прессу. У нас сегодня сайты. Я хочу начать с «Коммерсанта». «Талан без поклонников» называется материал. Уфимские застройщики затормозили проект реновации территории фабрики «Конди». Я напомню, что не так давно стало известно, что 36 гектаров земли в Зеленой роще были переданы под разработку девелоперской группе «Талан». Они планировали построить там очень крупный жилой квартал. Но, к сожалению, депутаты, а может и к счастью, не знаю, депутаты Горсовета Уфы отказали в назначении общественных слушаний по проекту планировки и межевания вот этой территории. Проект предусматривает реновацию территории концерна «Бета» и фабрики «Конди». Против назначения слушаний высказался депутат-застройщик Андрей Носков, а также другие его коллеги, по мнению которых в проектах не предусмотрена рекультивация территорий промпредприятия. В Талане уверены, что исход голосования определило стремление уфимских застройщиков помешать реализации амбициозного проекта. Похожего мнения придерживаются, кстати, и в главархитектуре. Я напомню, что «Талан» — это на самом деле компания не уфимская, они... Из Ижевска. Из Ижевска, да. Они приехали, в принципе, не так давно в Уфу, уже достаточно активно начали здесь работать, но вот, по мнению застройщиков, это такая своего рода игра конкурентов на рынке. Да, ну вот тут как бы есть цитаты, кстати, да, тоже обратил внимание на эту статью по поводу гальванического цеха «Бето». То есть якобы там очень много, ну, видимо, отходов производства, которые остались в земле, и вообще как можно строить на этой территории, не рекультивировав эту землю. И по поводу трубы, до которой расстояние 30 метров от окна, то есть что делать. И Носков об этом сказал здесь вот в «Коммерсанту», и Артур Хазигалеев, депутат Горсовета, также поддержал его, сказав, что Носков прав. Ну, посмотрим, что как будет-то. Посмотрим, да. И также, по сути дела, с Горсовета, который прошел, Ульфат Мустафин, глава города, значит, представил программу, что ли, развития до 2024 года. Именно тогда Уфа будет отмечать 450-летие. «Коммерсант» отмечает, что, в общем, по идее, как бы еще неизвестно, ну, насколько продлятся полномочия Ульфата Мустафина. Вроде как до 2021 года у него
но, в общем, он замахнулся. Ну ладно, на будущее. На будущее. Здесь где один срок, там и второй, знаешь ли. И там, и третий, в принципе. Здесь, опять же, прозвучали мысли о том, что надо развивать город в Зауфимье и Забелье, что нужна комплексная застройка, а не точечная, что в городе в ближайшее время иллюминацию поменяют в центре города и в его северной части. Что? При этом глава сказал, что не будет раскрывать все планы, но думает, что результаты горожан порадуют, заинтриговал он. Вот. Ну и, соответственно... Ну погоди, но нам же поставили прям конкретную цель сделать так, чтобы мэр Казани рыдал следующий Новый год, так что вот тебе и новая иллюминация. У нас 9 месяцев на реализацию планов. Тут вообще сейчас практически каждый день что-то новое должно появляться. Так осветим Уфу, что тут не только мэр Казани зарыдает, там Собянин будет страдать в своей Москве. Тем временем в Башкирии планируют построить республиканский центр детской онкологии. Об этом пишет про Уфу. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Максим Забелин на заседании Минздрава об этом рассказал. Предполагается, что республиканский центр появится на базе детской клинической больницы. Это будет центр онкологии и гематологии. Забелин поделился планами об открытии 13 центров амбулаторной онкологической помощи, 4 из которых будут располагаться в Уфе, а 9 еще в других городах Башкирии. За 2018 год, врачи диагностировали злокачественное образование у 3154 жителей республики. И за прошедший год также зафиксировали резкое увеличение смертности жителей от онкологических заболеваний, пишет про Уфу. Показатели выросли на 0,6%. Онкоактивные районы республики у нас сейчас Архангельский, Альшеевский и Шаранский. К сожалению, подробнее про этот онкоцентр про Уфу не написал. Планируют построить. По-моему, об этом, в принципе, уже давно говорили. У нас здесь просто новый министр здравоохранения подтвердил эти планы. Кстати, он же доложил о том, какие у нас зарплаты. Оказывается, у нас... Я удивился. У нас с тобой? В республике младший медперсонал получает больше 31 тысячи рублей. Да ладно. И это больше, чем средний средний они в курсе медперсонал. Вообще об этом? По данным про Уфу, они не в курсе. И они получают примерно в 2 раза меньше, чем рассказал Забелин. При этом зарплата врачей около 60 тысяч рублей средняя, и это соответствует действительности. Опять же, по данным своих источников про Уфу. Опять же, здесь удивительно, что 29 900 у медсестер и у младшего персонала, у санитаров 31 тысяча. Слушай, тут надо понимать, у врачей у каких? У главных врачей? Нет, это просто врачи имеются. 60 тысяч? 60. Да ладно. Вот так. Камон. Статистика. Окей. Да, план выполнен на 104%. План-то выполнен. Конечно, куда же мы без планов-то. Продолжая тему здравоохранения, в Башкирии воспитанников детского дома лечили просроченными лекарствами. Об этом пишет Медиакорсеть. Речь идет о Кумертауском детском доме. Там пресекли нарушение закона при оказании несовершеннолетней медицинской помощи. Об этом Медиакорсети сообщили в прокуратуре республики. В детском доме делали медицинский массаж без лицензии. Назначения врачей по результатам профилактического медосмотра воспитанников не выполнялись. Также обнаружились лекарственные препараты с истекшим сроком годности. По результатам проверки виновные лица привлечены к административной дисциплинарной ответственности. Прокуратура также потребовала обеспечить контроль деятельности подведомственных учреждений от регионального Минздрава. И по итогам года здесь есть данные. Нарушения при бесплатном лечении детей были выявлены в 29 городах и районах республики. После проверок прокурорских восстановлены права 45 детей-инвалидов и 574 детей в возрасте от 3 лет, которым необоснованно отказывали в выдаче рецепторных препаратов. 1 марта, как и 1 января, как и 1 июля вступают в силу, как правило, новые нормы, новые правила, и в них попытались тоже на профу разобраться. Значит, оказывается, у нас изменения в этот раз ждут несколько категорий наших сограждан, сейчас скажу, каких. Значит, прежде всего, пенсионеров, автоперевозчиков, дачников и других категорий граждан. Самое существенное, на мой взгляд, это то, что закончилась дачная амнистия, которая упрощала регистрацию построек на садовых участках. Теперь садоводам нужно уведомлять о возведении на своих участках любых построек органы местной администрации. Оформить это можно через МФЦ по единой уведомительной схеме. И с началом весны вступает в силу закон о налоговых выплатах за продажу огородной продукции. Дачники, которые планировали реализовать свой урожай, теперь должны будут оформить патент через ИП.
и отчислять, соответственно, в пенсионный фонд около 30 тысяч рублей, ОМС около 7 тысяч. То есть бабульки, которые у нас где-нибудь на Айской сидят, картошку продают осенью, они должны вот это все еще оформить и получить лицензию на продажу картошки, да? Именно. В случае уклонения предприимчивому садоводу будет грозить ответственность по статье 141 КоАП РФ. Новые законы выглядят замечательно, я вот так могу сказать. Прям прекрасно. Немножко приятных новостей от Башинформа. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлил контракт с Тему Хартикайненом на 1 год. Финны. Больше финнов в Республике Башкортостан. Еще больше финнов. Нападающий и Тему Хартикайнен и хоккейный клуб «Салават Юлаев» продлили трудовое соглашение. Новый контракт форварда рассчитан до конца следующего сезона. И тут говорит, цитирует пресс-службу хоккейного клуба самого Тему Хартикайнена. Это будет мой 7-й сезон в Уфе. С одной стороны, кажется, что прошло много времени, но с другой, на протяжении всех этих лет каждый в команде меня поддерживал. Было очень легко продолжать играть с полной отдачей. Вот так вот. Кстати, к теме спорта, хоккея и футбола мы вернемся ближе к концу первой части нашей программы, проголосуем на эту тему. А пока хочу вот что еще сказать из положительного. Мэрия Уфы согласовала субботник в скандально известной усадьбе Бухартовских, пишет про Уфу. Ну, чем она скандально известна? Чем же она скандально известна? Ну, на самом деле, это дом на углу улиц Аксакова и Коммунистической, дом с балконом, так называемый, да, со скошенным углом. Писали об этом коллеги наши, что там все очень плохо, живут бомжи, грязно, дом разрушается. И вот и в этом скандальность? В этом. Общественники добились разрешения в администрации провести субботник, и по данным про Уфу это состоится, так, число тут было где-то, я видел, 15, по-моему, марта. Вот, к сожалению, сейчас вот не вижу. Эльза Маулимшина. 16 марта в 11 часов. 11 часов, поэтому желающие, скажем так, помочь в сохранении исторического наследия Уфы могут к этому присоединиться. Ну что, отлично. Время обзора прессы у нас подходит к концу, и сейчас предлагаем вам фрагмент программы «Персонально ваш». У нас давно не было в гостях экономистов. Да. И вот мы вчера как раз и обсуждали с точки зрения не политики уже, а экономики. А что же такое инвестиции в наш регион и насколько они реальны при нынешнем положении вещей? Ради Хабиров, он говорил, что наши депутаты не дорабатывают и должны привлекать инвестиции. Насколько этот призыв реалистичен и насколько это по адресу? Это звучит так, что принята только одна парадигма, что регион должен притягивать инвестиции снаружи, и это хорошо. Других хорошо нет. И я изначально с постановкой вопроса именно вот так не согласен. Это первое. Что касается второго. Говорить о инвестициях, обязательном росте в каждый период времени, это тоже неправильно. Существует нормальное время, когда растет инвестиционная активность, и тоже нормальное время, когда падает инвестиционная активность. И что-то я не слышал таких аналитических материалов, когда бы говорили, что вот это период роста инвестиционной активности, а вот сейчас должен начаться период падения. Это нормально. Я сейчас все свои слова поясню, безусловно. Что касается депутатов, это больше похоже на некоторый такой крик о помощи. Ну давайте уже все вместе сейчас навалимся, и каждый притащит по своему хорошему инвестору. И мы вам дадим право с этим инвестором, в общем-то, работать в близких отношениях, для того, чтобы вы его курировали, а он здесь каким-то образом развивался. Думаю, что примерно все главы регионов Российской Федерации сейчас делают примерно то же самое. Потому что стоит вот этот показатель, как говорят, ключевой показатель эффективности у каждого, сколько ты принес инвестиций в свой регион. Теперь, внешний инвестор приходит ради чего? Не ради блага Башкортостана. Он приходит ради своих собственных денег, и это нормально. И поэтому все блага для Башкортостана – это результат вот этой торговли, согласования. А что удастся получить региону от того, что инвестор будет здесь работать? Останутся люди, которые работают у инвестора на заводе. Эти люди со своими компетенциями останутся в регионе. Да, но это же компетенции этих конкретных людей, не республики. Останутся налоги, да, это неплохо. Затем инвестор как таковой, те деньги, которые он получает здесь, он будет куда их тратить? На свои цели? Нужно ведь еще реинвестирование сделать, чтобы он второй раз их здесь вложил, чтобы он стал местным инвестором. Может быть, не обязательно. Хотя бы рабочие места нам дайте, а уж прибыль забирайте. Нет, это неправильно. Развиваться-то на что? То есть прибыль должна оставаться. А так бы вообще ничего не было, а так хоть что-то, какие-то налоги, рабочие места. Но это значит изначально встать в позицию, что мы сами ничего не можем, должен прийти кто-то, сделать здесь рабочие места, и мы согласны на все. Это неправильно, это не лидерская позиция никоим образом.
Это одна история внешних инвестиций. Совсем другая история внутренних инвестиций. Когда здесь появляются некоторые, назову их пока так, точки роста, которые создают новую ценность, которая востребована за пределами республики. Это другая история, это быстрорастущие компании. Об этом, кстати, много говорили. Вот Институт стратегических исследований тоже занимался этими вопросами. Вот этот фокус, безусловно, важен. На этих инвестициях, на поддержку внутренних быстрорастущих компаний сделала упор Южная Корея в свое время. И результаты мы видим. Но там была комплексная программа. Сейчас же я слышу о том, что инвестора нужно притащить. Тогда давайте порассуждаем чуть шире. Если инвестор приходит сюда в республику, он приходит зачем? Первое. В республике есть рынок сбыта его товаров, услуг, которые он производит здесь и здесь же продает. Второе. В республике есть конкурентное преимущество, которое позволяет удешевить производство или получить какой-то уникальный ресурс, а товары и услуги, скорее товары, продаются за пределами республики. Если говорить про первую историю, значит, рынок Башкортостана должен находиться в растущем состоянии. Денег должно становиться больше у людей. Да, люди должны больше потреблять, покупать больше машин, больше продуктов, больше всего остального. Что мы видим последние 5 лет? У нас происходит стагнация, даже падение реальных заработных плат. Соответственно, люди потребляют то, что и потребляли несколько лет назад. Значит, рынок не растет. Соответственно, раз рынок не растет, инвестиции, направленные на получение товара для внутреннего потребления, они для инвестора нецелесообразны. А теперь для внешнего потребления. Что есть такого уникального, за что отвечает республика, что нельзя получить в Пермском крае, в Челябинской области или еще где-то? Тоже вопрос. Есть нефтехимия, есть разработка производства соды там и так далее. Но вот эти вещи, они уже освоены. И они находятся под управлением федеральных компаний. Тогда получается инвестора притащить на какой уникальный ресурс или момент? Здесь существует особая транспортная доступность? Нет. Да, будет вот этот путь из Европы в Китай, да, но инвестор должен просчитать все-таки, почему ему выгоднее здесь, а не в Республике Татарстан. Нюансы, совсем нюансы. И вот эти нюансы, наверное, и определяют, что никакого принципиального, скажем так, прорыва с позиции того, что в республике скорее разместят предприятия, чем в соседних субъектах, внешние инвесторы, не будет. А почему в Центральной России, в некоторых областях подмосковных удается, скажем, в Калуге больше инвесторов, чем там в соседней, я не знаю, Туле? Здесь очень удачная история получилась, которая случилась в свое время и в своем месте. Вот это очень важно понимать. И не нужно пытаться повторить успех тех, кто в тех условиях его добился. Это были другие условия. Калуга, первый в России, сделала акцент на то, что мы раскрыты для чего угодно. Вот приходите к нам, стройте заводы, Volkswagen, все. И все пошли в Калугу. Все увидели, ох ты, как здорово, они же просто-напросто чуть ли не стали отдавать бесплатно все инвесторам. Давайте-ка мы повторим эту историю. Да. Столько Volkswagen'ов нет. Потому что в России нет такого рынка автомобилей, Понятно. которые будут покупать. Те, что были, закрываются. Да, вот эта история, она случилась. Кто-то другой ищет свою историю, но эта история должна в этом месте, в конкретных экономической ситуации именно сработать. Какой-то изюминки, которую предлагает республика, сейчас нет. Это был фрагмент программы «Персонально ваш». Вчера в гостях у нас был экономист Дмитрий Котов. Этот эфир вы можете еще раз посмотреть и послушать на нашем сайте hmskUFA.ru в разделе «Программа», а также на нашем канале в Ютубе и в группе в Фейсбуке. Ну а мы будем менять сейчас тему и голосовать. Да? Да. Да? Можем. Немножечко, скажем так, вернемся на день раньше, да, у нас в гостях программы «Персонально ваш» был Ростислав Мурзаголов, и помимо тоже политики мы обсудили и спортивные вопросы. Я спросил, да, что для республики важнее, хоккей или футбол? Сейчас у нас Салават Юлаев вступил в стадию плей-офф, в общем, с Магнитогорским «Металлургом» соревнуется, борется. Футбольный клуб «Уфа» возобновляет сезон, да, у нас вот в воскресенье уже матч с московским «Динамо». И, в общем, как бы болельщики зачастую на эту тему начинают спорить. А что для нас важнее? Мурзаголов, кстати, сказал, что одинаковое значение для республики имеют и футбольный клуб Уфа, и хоккейный клуб Салават Юлаев. 50/50 ровно. А что, друзья, вы думаете на этот счет? Да? Давайте вот проголосуем на эту тему. Соответственно, значение футбола и хоккея для республики. Что, на ваш взгляд, важнее? Если вы считаете, что для республики важнее хоккей, голосуйте по номеру 262 72 47. Если, на ваш взгляд, для республики важнее футбол, 262 72 48. Голосование. Процесс пошел. Хоккей — наше все. Салават Юлаев для республики — это главный бренд, и никаких футболов тут рядом не стояло, не лежало. Да? 262 72 47. Если вы фанат хоккея и считаете, что
только он и только он может быть брендом нашего региона. Нет, во всем мире футбол, в общем, является спортом номер один, поэтому и для Башкортостана футбол также является спортом номер один. Тут, как говорится, велосипед изобретать, на ваш взгляд, не нужно. 262 72 48 это ваш номер телефона. Ну, в общем, для нас с тобой... У нас же нет других проблем-то больше, кроме как хоккей или футбол в Башкирии, что главное. У нас вот, правда, дети там таблетки просроченные получают. Ну, это ничего, давайте поголосуем, Сейчас подумаем у нас о том, сезон. что У нас футбол начинается или хоккей. время, как говорится, горячих матчей, и на эту тему люди спорят, поэтому я решил этот вопрос поднять. И я, кстати, топлю за футбол. Много? Ну, я, естественно, топлю за хоккей. Ну, как бы, кстати, большинство топит за хоккей. Ха. Ну, пока выводы делать рано, у нас еще Умойся. есть время на голосование. Не, ну, блин, не знаю. Я просто очень хоккей люблю. Я футбол вообще не понимаю. Бегают какие-то 11 мужиков по полю там. Слушай, а Слегонца вот задели тебя, он упал и кричит, как умирающий Отелло. А тут ну, может, проблема только в том, что как бы, ну, не приходилось взаимодействовать, да, смотреть футбол, а хоккея было больше в жизни. Как считаешь? в смысле? Ну, по телевизору-то футбол идет, я пыталась. Но я не то смогла есть в него. попытки были. Но мне скучно, мне просто скучно. Я не знаю, ну, бегают они, ну, ладно, там что-то прыгают, забивают, но мне скучно. А хоккей другое дело, там, не знаю, вышел... То есть темпа не хватает, на твой Клюшкой взгляд? кого-нибудь Мгм. не знаю, побил, А, и все нормально. Наверное, кто-то думает, что вот третьего варианта у нас не хватает, да, то есть действительно хоккей или футбол важнее, мы спрашиваем, кто-то скажет, нет, важнее, там, я не знаю, пенсии, да, например. Но Да, в данном это я. случае это Вот. ты. Но у Можете, нас два кстати, варианта, писать. друзья. Плюс 7 927 304 1051. Пишите нам, что для вас важнее, хоккей, футбол или пенсия, или, не знаю, вообще что-то или другое, что-то конечно. другое, или вы любите балет, или вы можете, там, не знаю, театр хотите больше развивать в Башкирии, нежели чем спорт. Но, Это все просто на самом деле, знаешь, ну, это классно, да, это зрелищные вещи, да, мы ходим, смотрим, там, кричим, болеем, срываем горло. Но сколько денег бюджетных туда вбухивается? Вот в этом-то беда, ну, понимаешь, вот у нас нет «Газпрома», как есть у Питера, у СКА, там, не знаю, СКА называют денежным мешком, и туда реально «Газпром» впихивает огромные деньги. У нас такого нет, у нас же это все бюджетное идет, финансирование. Это зачем? Давай, кстати, назовем цифры итоговые нашего не очень активного голосования. Ну, логично. 75% выбирают хоккей, Ей! и 25% выбрали футбол. Ну, Давай что ж, уходить на фиксируем новости. Цифры, да, новости, после этого вернемся в студию с гостем. Семь 7:30 в Москве, в студии Александр Климов. Новости. Поезда перестали ходить сегодня утром на участке от Марьиной рощи до Печатников Люблинско-Дмитровской линии московского метро. Причиной стал инцидент с пассажиром. Что точно произошло, агентство не уточняет. Отмечается, что в обратном направлении на Салатовой ветке движение поездов осуществляется с увеличенным интервалом. Провал Ханойского саммита США-КНДР в Белом доме объяснили нежеланием Трампа повторить ошибку Обамы с ядерной сделкой с Ираном. Как заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс, президент Обама отказался дистанцироваться от плохой сделки с Ираном. Президент Трамп отказывается от того, чтобы повторять ту же ошибку с Северной Кореей. У себя в Твиттере Сандерс добавила, что Трамп ставит интересы безопасности американского народа выше политики. Конфликт между Индией и Пакистаном не перерастет в полномасштабную войну, даже несмотря на ядерный статус двух стран. Такое мнение в эфире «Эхо Москвы» высказал руководитель научных исследований Института «Диалог цивилизаций» политолог Алексей Малашенко. У Индии-то бомба еще раньше была. Ну, я думаю, что в данном случае вот это вот обладание ядерным оружием, это как раз некий залог или даже гарантия того, что ничего серьезного произойти не может, потому что все прекрасно понимают, какая будет цена. Ну, они, конечно, поругаются и так далее, это все будет, но, может быть, еще повоюют, но несколько дней. И потом уже пошли советы и из Москвы, и из Пекина, что давайте каким-то образом придем к согласию. Алексей Малашенко считает, что стороны в целом заинтересованы в том, чтобы как можно скорее уладить конфликт.
Расследовать избиение в Москве отставного генерала Александра Бриндикова возможно, будет Следственный комитет. На этом настаивает глава ведомства Александр Бастрыкин. Ранее сообщалось, что во вторник вечером на парковке на Малой Никитской улице между автомобилистами возник конфликт, переросший в драку. В результате генерал-полковник в отставке был госпитализирован. Александр Бриндиков, бывший первый замминистра промышленности, науки и технологий. Прокурор набережных Челнов просит суд заблокировать несколько пабликов сторонников Алексея Навального. Как сообщает сайт «Апология протеста», речь идет о группах «Он нам не царь» набережные Челны, «Навальный» набережные Челны и «Набережные Челны против повышения пенсионного возраста». Прокурор требует признать информацию, размещенную в этих группах, запрещенной к распространению в России. В обосновании иска говорится, что посты в пабликах могут привести к массовым беспорядкам. В Москве сейчас и в течение дня около нуля ожидается метель. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У двухлетнего Шамиля Якупова из Уфимского района республики множественные пороки развития. Из-за сложных диагнозов мальчик не может самостоятельно дышать. Сейчас семье Якуповых нужна помощь в приобретении портативного кислородного концентратора для сына. Стоимость аппарата 290 тысяч рублей. Помочь Шамилю просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгелек пробел сумму пожертвования». Сумма может быть любой. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». В новом умном доме на Злобина свой паркинг с доступом для всех жильцов. Паркуйтесь по-умному. Бронируйте квартиры в умном доме с 8-ярусным паркингом. 280 10 280 10. Застройщик ИСК «Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. По понедельникам в студии «Эхо Москвы» в Уфе подводить итоги прошедшей недели будет Азамат Саитов и его гости. Каждый понедельник вместо программы «Персонально ваш» слушайте программу «Послесловие» с Азаматом Саитовым после 15 часов. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. На «Эхе Москвы» в Уфе новости. У микрофона Юлия Сафина. Здравствуйте. В этом году правительство Башкирии выделило 102 миллиона рублей на субсидирование внутренних авиаперевозок. Вопросы воздушного сообщения Башкирии с другими регионами обсудили вчера заместитель министра транспорта России Александр Юрчик и премьер-министр правительства Башкирии Раиф Абдрахимов. Александр Юрчик обратился с просьбой к правительству Башкирии о софинансировании межрегиональных авиаперевозок. Он подчеркнул, что именно софинансирование со стороны регионов является главным условием участия в программе поддержки внутренних перевозок. Как сообщает про Уфу, в 2019 году рейсы будут осуществляться 3 авиакомпаниями по следующим маршрутам: Уфа-Оренбург, Уфа-Самара, Уфа-Краснодар, Уфа-Ростов-на-Дону. Также в планах региональных властей возобновление маршрутов в Нижний Новгород, Ижевск, Киров, Пермь и Чебоксары. Следственный комитет на транспорте в Приволжском федеральном округе проверяет инцидент с экстренной посадкой самолета в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Напомню, утром 28 февраля самолет авиакомпании «Ютейр», следовавший рейсом Уфа-Москва, через 20 минут после вылета вернулся в аэропорт Уфы. Как сообщает Следственный комитет, у Боинга отказал левый двигатель. На борту было 123 пассажира, никто не пострадал. Пассажиры были отправлены в Москву на резервном борту авиакомпании через 2 часа.
Дело уфимского цирка «Шапито» отправлено в суд. Директор цирка «Шапито», располагавшегося на улице Жукова, обвиняется по статье «Злостное неисполнение судебного акта», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Напомню, в декабре прокуратура Уфы провела в цирке проверку, во время которой выяснилось, что декорации и сценическое оформление «Шапито» не покрыты огнезащитной обработкой. В комнатах отдыха, офисе и фойе нет пожарной сигнализации, а огнетушители не работают. Кроме того, в цирке не было плана эвакуации животных и второго эвакуационного выхода для посетителей. Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием запретить эксплуатацию здания до устранения нарушений. На время судебного разбирательства работа цирка была приостановлена. Однако, несмотря на судебный запрет, директор заведения продолжил продавать билеты и проводить цирковые представления. В результате в январе 2019 года приставы вынуждены были остановить представление и повторно опечатали цирк, а также возбудили в отношении его руководителя уголовное дело. Обвиняемый признал вину в совершении преступления. В завершении выпуска о погоде. Сегодня в Уфе сильная облачность, слабый ветер, преимущественно без осадков. Температура воздуха от -1 до 0 градусов. Сейчас за окнами облачно, 1 градус мороза. Юлия Сафина, служба информации «Эхо Москвы» в Уфе. Радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе представляет «Уфимский разворот». Программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в прямом эфире. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 9 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Продолжаем уфимский разворот. Руслан Валиев, Елена Черкова. +7 927 304 1051. Номер для ваших смс-сообщений и сообщений в Телеграм. Пишите нам. Главное, подписываться не забывайте. Тем более, что мы не одни. У нас в гостях руководитель Центра развития туризма Республики Башкортостан Артур Идельбаев. Доброе утро, Артур. Здравствуйте. Все правильно назвал? Да. Мы с вами последний раз встречались в июле прошлого года в нашей студии. Ну и вот важные изменения, да, произошли. Новость о вашем назначении вызвала волну обсуждений, прежде всего в соцсетях. Ну, кто-то эту новость воспринял с воодушевлением, а есть те, кто отнеслись к ней довольно-таки критически. Главные претензии, которые высказывают пользователи соцсетей, это дела давно минувших дней, это Союз башкирской молодежи, там и два события, прежде всего. Это ваша поездка в Чечню в 96-м году, где вы встречались с руководством Ичкерии, да, тогда они так себя называли. Вот. И разгон митинга против монетизации льгот в 2005 году. Прокомментируйте, пожалуйста, чтобы вот эти вопросы как-то, ну, может быть, снять. Ну, с чего начнем? Союз башкирской молодежи? Ну да. Да. А что такого? Союз башкирской молодежи это никогда не было запрещено организацией. То есть какие могут быть претензии? Значит, на сегодняшний день воспитанники этой организации в основном и являются кадровым резервом Республики Башкортостан в последние 20 лет, наверное. То есть многие главы, замглав, министры, замминистров, сотрудники, работающие в правительстве на высоких должностях. То есть это была организация, по сути, которая подхватила знамя комсомола. Знамя комсомола, да, после развала комсомола в 90-м году, по-моему, это, да, произошло. Вот, поэтому, да, конечно, были определенные моменты, когда организацию пытались, и иногда, наверное, даже это получалось, использовать в политических целях тем или иным политическим группировкам или отдельных ее активистов. Бывало так, что там одни активисты работали с одной группировкой политической, другие там с другими противоборствующими. Но это опять же, да, это опять же говорит только о том, что воспитанники этой организации были востребованы как в политической, общественной жизни, ну и государственной. Поэтому это довод, мне кажется, беспочвенный.
Что касается поездки в Чечню, да, я старался не отвечать на такие выпады, думая, что, ну, как бы об этом тоже после поездки много как бы писали, по телевизору показывали, ничего такого в этом не было, да, но внезапно, если помните, в 2010 году, тоже в разгар там информационных политических войн, различных политических группировок, эту информацию внезапно вытащили, да, и начали использовать в дискредитирующих целях, как бы совершенно искажая информацию, на самом деле, что там было. Вот. Но вчера, кстати, я у себя в Фейсбуке написал, решил все-таки как бы ответить. И действительно, да, я совершенно упустил из виду, что прошло много лет, много людей после этого родилось новых, да, много кто не знает, что на самом деле. Я объяснил, да, мы туда ездили с гуманитарной миссией, у нас было 4 человека, это председатель общественной организации землячества чеченской диаспоры в Башкирии, то есть мы жили у него дома там, у его родителей, и 3 журналиста из газеты «Яшлик», газеты Башкортостана и «Комсомольской правды». Вот. Мы повезли туда гуманитарный груз, собранный жителями республики. Ну, тогда, вы помните, это было обычным делом, да, все регионы, Воронеж, Липецк, я не помню, Казань, Москва, отправляли туда гуманитарные грузы. Как раз это был конец войны первый. Вот. Чечня только-только начинала как бы выходить из руин. Вот. И у нас была еще одна миссия, это освобождение пленных. Наша миссия, кстати, удалась. Да, мы договорились об освобождении 2 ребят. То есть один из них из Башкирии, да. Вот, один из них уроженец Белорецка. Он после того, как освободился, он меня нашел здесь в Уфе. Мы с ним долго общались. Он попросил называть меня братом. Вот. К сожалению, социальных сетей не было, и в конце 90-х мы связь как-то потеряли. Вот, когда я поменял место работы, телефоны у меня, видимо, изменились. Вот, но он где-то 1-1.5 назад сам нашел меня в социальных сетях. Я очень обрадовался. Но он начал свое как бы вот, новое общение тоже с слов брат. Я помню все. Кстати, его зовут Валерий. И вот в социальных сетях нашлись, да. А как тогда удалось договориться? На каких условиях? Знаете, мы поехали все-таки, конечно, роль сыграла то, что мы, не из центральных регионов России поехали, да, национальная республика, для них все-таки это тоже было, с большим пониманием относились, да, с большим пониманием. Вот. Даже было такое, у меня в офисе был флаг, висел башкирский флаг, и в охране работал парень, который раньше служил то ли в СОБРе, то ли в ОМОНе уфимском. И вот его ребята, бывшие сослуживцы, друзья, которые поехали снова в очередную командировку, они попросили у меня башкирский флаг. Потому, оказывается, даже вот если его над блокпостом вывешивается флаг Башкортостана и Татарстана, то его чеченцы не обстреливали. То есть даже такие моменты были. И когда мы ездили, мы с собой взяли штук 20 флагов, наверное. И вот когда на блокпостах мы останавливались, спрашивали, есть ли ребята из Башкирии. Да, если находились, мы им дарили флаги и тоже рекомендовали вывешивать. Они это все знали, они с удовольствием брали. Как бы это. И вот один из флагов, и Курай, я подарил в то время одному из лидеров Чеченской республики. Вот, что-то такого. Да, говорим, Басаеву. Да? Я же не саблю ему подарил, не ружье подарил, в конце концов. Вот. И, да, понимание было. Ну и тогда второй вопрос, да, который вот 2005 год вспоминает. Как можете это прокомментировать? Ну, знаете, это я считаю, это один из эпизодов в жизни, которым я могу гордиться. Наоборот, да. Конечно, с точки зрения политических пристрастий, скажем так, да, особенно сегодняшнего дня, это можно смотреть именно не к методам, наверное, а вот к мировоззрению, по-разному. Вспомним те события. 2005 год. Это за год до этого на Украине произошла оранжевая революция. Значит, у нас на волне реформы по монетизации льгот начались, скажем так,
недовольство пенсионеров в первую очередь. Ну, основной масса льготников у нас тогда были пенсионеры. Вот, они выражали недовольство, иногда выходили на улицу. Это движение пошло по всей России, особенно сильно было в Москве, в регионах. И, как это часто бывает, оппозиционные движения оседлали это недовольство, вот, и направили их в свое русло. То есть, конечно, уже было забыто об основных требованиях этих пенсионеров, и начали выдвигаться требования политические. Причем это начало окрашиваться в оранжевые знамена, то есть начали выходить уже с оранжевыми повязками и так далее. И в то время, это сейчас наше государство имеет определенный опыт, я бы сказал, даже этот опыт, он чрезмерен по работе интернализации как бы уличной активности протестной, да, то есть я соглашаюсь с мнением, что вот именно сегодняшняя ситуация по подавлению уличной активности, она чрезмерна. То есть мы должны работать, если хотим... Протесты вы допускаете? Протесты я допускаю, да. Вот. Но в то время государство не имело опыта работы с таким протестом, скажем так, необузданным. Вот. Все делалось, было видно, я как бы был в теме, как бы все время, всегда увлекался этой темой. И вот эта вот технология цветных революций, она применялась, конечно, вовсю. То есть в первые ряды выдвигались, там, допустим, пожилые люди. То есть кто-то извне, на ваш взгляд, тогда влиял на ситуацию, или все-таки это внутренние были? Конечно, извне, да, конечно. Да. Ради чего? Расшатывание ситуации, естественно. Чтобы добиться чего? Добиться смены власти. В республике? Нет, не только, потому что лозунги были, они же... Начиналось все с того, что пенсионеры просто свои экономические требования выдвигали, да, причем иногда, может, даже не понимая, что в какой-то степени монетизация льгот это было им на руку. Допустим, в сельской местности пенсионер, он никаких льгот, теми льготами, которые он имел, не мог воспользоваться, да. Вот, а деньги бы он получал, компенсацию за эти льготы. Вот так вот. А просто вот это протестное движение, непонимание, оно было использовано для решения узкополитических задач. Там много что было переплетено. То есть, если подытожить, то ваше участие вот в этих разгонах, вы считаете, что это позитивно? Кстати, это же не было разгонов. Это вы тоже используете те мифологические терминологии, да, той терминологии, которые вот стали мифами на то время. Да. Мы сделали параллельный митинг на том же месте защитников власти. Там, знаете, там половина лозунгов было против Путина, половина лозунгов было против местной власти, да, Муртаза Рахимова. Вот. Интернациональным состав протестующих был как с той стороны, так и с этой стороны. Да, ядром в нашем случае выступил Союз башкирской молодежи, потому что он был единственной организованной силой, на которой смогла, скажем так, выступить организованно. Понятно. Вот. Просто до этого были, я знаю, были обращения, были попытки привлечь, значит, в противовес протестным митингам, защитные митинги, как бы общались с другим организациям, которые тоже как бы пытались это делать, да, но, видимо, не получилось. Когда обратились к нам, мы это смогли сделать организованно. Вот, да, и тогда вот было понимание, появилось понимание, что уличные протесты можно подавить, нивелировать, скажем так, да, только показав, что есть люди, которые могут выйти на улицу и в защиту там, против того, чего выступают митингующие. То есть не силой дубинок, там, не подавлением силы, не драконовскими законами, запрещающими там, митинги, а именно, и мне кажется, это было правильно.
Вот, мы показали, что есть люди, вы уже заколебали своими еженедельными митингами и шествиями, мы вас не поддержим. Есть люди, которые могут выступить и против. Кстати говоря, вот это назвали разгон. Как такового Кстати, чья была идея тогда организовать второй митинг? Ваша или непосредственно Ради Хабиров тогда принимал решение? Или еще кто-то? Ну, мне кажется, витало в воздухе, потому что я, допустим, свои услуги не навязывал, да, на меня вышли, естественно, да, на меня вышли, вот. Но у моего окружения, люди, с которыми я общался, круг моего общения, они все к этому времени уже маленько подустали от этих митингов протестных, да, и все говорили, почему им с ними что-то не сделают, а почему нас тоже не выведут. Почему что-то делать? Митинг — это право человека выйти и сказать, что ему что-то не нравится. Нет, вот и почему власть так боится этих митингов? Но это же, по сути, это же был страх той власти перед этим митингом. Но я бы не сказал. У меня, например, страха не было. У меня было желание показать, что есть люди, которые думают по-другому, а не только так, как те, которые вышли тогда на митинги. Смотрите, при прошлой нашей встрече вы говорили, что соседняя Казань ушла далеко вперед, и что для развития региона нужно, чтобы руководство любило свою республику. Также вы отметили, что при Рахимове республику любили, но не были компетентны. Готовы ли вы сегодня ответственно сказать, что вот сегодня республикой управляют те, кто и любит, и компетентен? Да. Вот мы летом разговаривали, и я даже мечтать не думал, что пройдет совсем немного времени, и так круто изменится ситуация. То есть и с самого начала, если я слежу за назначениями, да, то... Вы можете, то есть, про всю команду, так сказать, или вы лично симпатизируете Радию Хабирову? Знаете, один человек ничего не может сделать, конечно. То есть задача Ради Фаридовича — это подобрать команду и расставить на направлении людей, которые могли бы вот в своем направлении делать, ну, если не революции, по крайней мере, да, чтобы было движение. Вот, в этом заключается задача руководства. Лично он не может быть компетентным. Хотя я, еще с 2005-2007 годов заметил, люди, как правило, не изменяются. Слава богу, вот это вот их сохранилось. У него очень четкое чутье на то, вот, что, где, в какой области, как должно быть. Очень он быстро схватывает, даже вот в тех отраслях, которые он сам, как бы, может быть, не разбирается, как должно быть. Вот. Это одно из, наверное, главных его черт положительных. Ваша область — это туризм, да? Вот вы не боитесь, начав эту работу, провалиться, да? Ведь у нас об туризме давно говорят уже, да? И деньги вроде вкладывали, и последние годы, но толку-то нет. А вот вы сейчас за это беретесь, и опасно? Ну, нет, не боюсь. Знаете, но я никогда не боялся что-то делать. Вот, что-то делать. Да, это может получиться, может не получиться, но бояться нет. И мне кажется, что я знаю, что надо делать. А что надо делать? Да. Вот сегодня как раз у нас сразу после вас я еду на коллегию. Так уж получилось, да, вот совпало мое назначение, и вот коллегия, которая готовилась. Коллегия министерства? Коллегия комитета по делам туризма и предпринимательству. Вот. И я там буду выступать. Мое выступление как раз будет о том, какие задачи я вижу должны быть перед Центром развития туризма. Вот. Наши слушатели вряд ли будут следить за заседанием коллегии. Давайте хотя бы вот по пунктам. Да, что именно вы видите? Первое. Создание комфортной среды для въезжающих в Башкирию туристов. Вот. Понятно. И сразу я оговорюсь, значит, ни одно ведомство, ни одно министерство и ни один центр развития, да, с самыми широкими полномочиями не сможет сделать под ключ, если они будут работать одни, не сможет развить туризм под ключ. То есть это задача и работа всех ведомств, министерств, каких-то других организаций. Но другое дело, что должен быть какой-то координирующий штаб, который вот это всю работу направлял. Я об этом говорил и 2 года назад, и вот вчера только мы вспоминали, и 1,5 года назад много писал об этом. Вот в Казани так работают. Вот. Значит ли это, что, по сути дела, вы будете
будете готовы казанский опыт перенимать? 100%. Я начну с того, что буду перенимать казанский опыт. А почему изобретать велосипед? Я буду перенимать опыт ульяновский, я буду перенимать опыт Тверской, да, я буду перенимать опыт Екатеринбургский, подмосковный, московский и так далее. Вот. Варшавский. Вчера только у меня был разговор, там очень комфортная среда создана в области общественного транспорта, лучше, чем в Казани. Для меня идеалом до этого была Москва и Казань, да, ну, вот говорят, Варшавский еще лучше, и причем он более применим для Уфы, вот, и более дешевый в организации. Вот комфортная среда — это таблички на языках, это указатели, это туалеты, это кафе на дорогах, это сами дорожные развязки удобные, это Wi-Fi в местах скопления туристов, да. Вот все это комфортная среда. Это первое, это создание комфортной среды. Второе, создание, начало работы по созданию крупных объектов притяжения туристов. То есть, смотрите, конечно, Башкирия, она красивая и разнообразна, да, тут можно практически сказать любой вид туризма, вот. Но если мы будем распыляться, то каждый из них не сможет развиться. Понятно. На крупные объекты ведь деньги нужны, бюджетные прежде всего, или это бизнес может сделать? Нет, конечно, нужны деньги. Но в отличие от того же самого Татарстана, который вложил 67 миллиардов, насколько я помню, денег федеральных и своих республиканских на создание только 2 объектов острова Града Свияжска и Великого Болгара, да, у нас львиную долю этих денег уже вложила сама природа на протяжении миллионов лет. Это такие объекты, как Торатау, Шульганташ, геопарк Янгантау, понимаете? И у нас 5-6 таких объектов есть, каждый из которых уже сегодня привлекает в сезон по несколько десятков тысяч человек. Но эти несколько десятков тысяч человек денег не оставляют у нас в республике, у нас бюджет не пополняется. Вот Торатау, мне говорят, я не верю, может поменьше, да, 200 тысяч человек каждый год его посещает. Но там даже нет туалета. Нету. 200 тысяч человек туда приходят и гадят. Вот, представляете, да, и больше мы ничего от этих туристов не имеем. Я не говорю, что надо входной билет там поставить. Условия, каждый человек хочет поесть, каждый человек хочет купить сувенир, каждый человек хочет поучаствовать в каких-то активностях, узнать больше историю про этот Торатау. В конце концов, он готов заплатить экскурсоводу, узнать больше. Слушайте, ну вот возле Каповой пещеры руководитель этого заповедника поставил туалет, и что в итоге человека оштрафовали и требуют, чтобы он снес эту постройку. И суды продолжаются, по-моему. И суды идут, да. Нет. У нас полминуты. Да, я вам объясню. Никто не против туалетов. На самом деле там было маленько проще, и как бы никакой романтики там нет. Прежде чем построить туалет, заповедник должен был просто написать документ, чтобы там провели изыскательные работы. Ну, а задним числом сделать нельзя, как в Казани. Ну, это уж их... Спасибо большое. Благодарим нашего гостя, руководителя Центра развития туризма Республики Башкортостан Артура Идельбаева. Всем хороших выходных. Пока. До свидания. Спасибо.